Фашизм – это ложь, изрекаемая бандитами, сказал Хемингуэй. Следы грузинского фашизма навсегда останутся в истории села, где всегда почитали моральный кодекс Апсура, честь и мужество. За время войны село лишилось 41 мирного жителя и 20 защитников Родины, а дзюбжинцы во время войны. Во время войны в селе Адзюбжа на долю мирных жителей выпало много страданий, потому что вокруг жило много грузинов, и мы оказались в кольце. Не было возможности выйти на центральную трассу, они в день по 100 раз приходили в наши дома и мучили нас, пугая автоматами. Одним словом, издевались, убили много ни в чем не повинных людей. У нас был очень хороший сосед и труженик Янко Карча. Его убили и бросили недалеко в яму за то, что его сын защищал родину. Также наших соседок Дгейби Раю и Татьяну застрелили и, забросив тела в дом, подожгли. Каждый заезд бандитов сопровождался вопросом, проводился ли здесь обыск. Это был просто предлог. После их каждого обыска ничего не оставалось, потому что их предшественниками было вынесено самое ценное. Нас убивали за то, что мы абхазы, других причин не было. И самый частый вопрос был на тему «Чья земля?». Мингрильцы и сваны. Именно сваны отличались особой жестокостью. Они не убивали и не жалели никого. Все выходы из села были перекрыты ими, и не было возможности выхода из окружения. Мы впервые услышали слово «обмен». Это было в марте месяце. Нас обменяли на жителей кутульского поселка Стройка. Составили список тех, кто оставался в кольце, и обменяли на грузинов из того поселка. Меня и до этого тоже забирали, но это были грузины из Уарчи. Меня тоже держали там. В советское время на берегу моря в селе Уарча был построен этот дом отдыха и назывался Тольятти. Они использовали дом как штаб, и когда попадались атарцы или адзюбжинцы, они свозили всех туда и держали для обмена на кого-то из своих. Я сама там находилась сутки, но мой супруг был закрыт дольше. Сложнее всего было при обмене, когда нас через село Лабра везли в Кутол. Вез нас молодой грузинский парень. Когда он вышел из машины, к нам подошел кто-то и стал интересоваться вопросом, каким это образом и почему уже март, а абхазы дожили до него. Угрожал покончить со всеми абхазами, кто выжил. Что мы могли ответить? И так висели на волоске. Вполне возможно, что в этот момент он мог нас и пристрелить, но оказалось, что предыдущая машина с людьми для обмена попала под огонь абхазов. Главный из тех, кто нас вез, подбежал к нам и отвел агрессивно настроенного бандита, потому что понимал, что если нас убьют, им не на кого будет обменять своих. У него на руках был наш список. Нас развернули и отвезли в Ачамчиру, в район чайфабрики, и оставили в каком-то доме. Потом, через 3 дня после переговоров, меня и супруга привезли через Тамыш и обменяли в Кутолах.
О какой еде приходилось говорить? Не было ничего, что можно было поесть. Оставалось немного кукурузы, но ее надо было помолоть. Мельница на их стороне располагалась. Среди наших соседей у кого-то были старинные ручные жернова, и мы поодиночке, под страхом смерти, что кто-то услышит звук, мололи зерна кукурузы. Только этим и питались. Никакой живности в домах уже не было. Они унесли все. Это делали наши соседи-грузины из Ахалдабы. Наш сосед, молодой парень по фамилии Чхабилия, был убит первым. Он был с мингрельскими корнями, но мать его и бабушка были абхазки и не стал воевать против нас. Он вырос среди наших ребят. В тот период, когда мы собирали все, что возможно для фронта, он отдал нашим ребятам 5000 рублей. Кто-то сдал его грузинам, и ночью приехали к нему. Его убили и сожгли вместе с домом за то, что помог абхазам. Габниевцев тоже убили за то, что их сыновья воевали. Если узнавали, что сыновья воюют, то смерть была просто неизбежна. У нас 2 сына воевали, но они знали только про старшего, а про существование младшего они не знали. Все фотографии семейные я уничтожила, чтобы никто не узнал о них. Я более чем уверена, что и семья Габния Джона погибла именно из-за сына. Он всегда был злой на ахалдабских грузинов, и они это знали. Очень сожалею, что он слишком рано погиб. Грузины приехали ночью и убили всю его семью из 5 человек. 2 из них были люди преклонного возраста, прикованные к постели. Гриша, Шота, Полон и Галина Габния. Стариков пристрелили, а остальным перерезали горло. Весь дом был забрызган кровью людей. Утром к ним зашла русская соседка, которая увидела весь этот кошмар и криками собрала тех, кто был далеко. Люди собрали тела и, сложив их в шкафы и еще во что-то, что попалось под руку, предали их земле наспех. Как мы застряли в селе и не смогли выйти вовремя? Адзюбжа разделена основной дорогой страны. Мы проживаем в прибрежной части села, и покинуть его незамеченным практически невозможно было. Проживающие в противоположной части села еще могли себе позволить уйти через лес в соседнее село. Мои дед и бабушка были преклонного возраста и практически мало передвигались. Деду было 90 лет. Родители не могли их оставить. Я же сам находился в селе около месяца. Ушел только после того, как убили мужа моей сестры. Тогда мы с одним парнем убежали. Он и до начала войны уже служил в Абхазской гвардии. Как мне рассказали очевидцы, его видели у выезда из Сухума. Точнее, у развилки на новый район. Там собралась группа абхазских ополченцев. Им какой-то командир, не знаю кто именно, передал информацию о том, что грузины через улицу Чанба намерились подняться на фуникулер с целью захвата телевизионной вышки. И они отважились предотвратить это. Там его и убили. Он погиб 16 августа. Когда вам стало известно об этом? Мы не скоро узнали о его гибели. Я знал, что он погиб. Мать не знала об этом. Говорят, что отец знал. В городском морге работал знакомый, Мираб Ашуба. Он сфотографировал трупы наших. Их доставили туда 17 августа.
Им на шее повесили бирки с номерками. И похоронили недалеко от самого морга, под эвкалиптами. После появлялись слухи, будто его видели то там, то тут. Но это все были слухи. После я улетел в Гудауту и вступил в батальон. Когда вы сами узнали о том, что вашей семьи не стало? После мартовского наступления я из Эшеры приехал в Гудауту. Там организовали группу по обмену пленными из Ачимчирского района. И в нем состоял адзюбжинский парень по фамилии Джикерба. Его уже нет в живых. Работал в театре. Звали Ковик Джикерба. Он и еще два парня, чьи фамилии я не знаю, вызвались для переговоров о выводе стариков и тех, кто застрял в опасной зоне. Те двое пошли в другие села, а он в Адзюбже собирал тех, кто хотел выехать из оккупированной части. Он опоздал? Нет, не он опоздал, просто все так сложилось. Там он и узнал, что моей семьи нет, но при встрече не признался мне об этом. Он сказал, что они сами не захотели покидать дом и предпочли остаться. Сказал, что они не смогут. В день, когда началась война, утром мы все увидели проезжающую колонну. Мы не понимали, что происходит. Через 2 часа на дорогу стали выходить люди. Они бросали цветы и восторгались непонятно чему. В это время и я подошла, чтобы поинтересоваться, что происходит. И на мой вопрос, к чему все это, мне ответили, что началась война, что пришел конец всем абхазам и что с нами покончат. Я ответила, что такому не бывать, и если кто-то и должен покинуть Абхазию, то это те, кто заселился. Через некоторое время они зашли к нам и забрали все, что посчитали ценным. Дети учились в России, и дома были дипломы, документы и деньги. Унесли все. Я, конечно, могла выехать, но не стала. Я знала, что мой сын воюет, считала, что нужно помогать нашим ребятам. Мы, 3 женщины-соседки, стали собирать все, что считали нужным для ребят. Перед нами жили соседи-грузины. И, конечно, наша активность их разозлила. Никого не поставив в известность, за нами приехали и забрали на рассвете и привезли к мосту через Кадор к 5 часам утра. Нас, адзюбженцев, было 4. Парень по фамилии Кварчия, я, супруг Иливар Сакация. Нас повезли в Уарчу, в дом отдыха Тольятти, и закрыли в кассе. Я была одна женщина. Выводили во двор раз в сутки. В общем, нас там оказалось около 7 человек. Устраивали допросы. Это были наши соседи, грузины. Первым допрашивали супруга, потому что мы были первые подозреваемые. Кто-то передал, что он на мельницу ходил, подложив табак в мешок с кукурузой, чтобы абхазским партизанам отвозить. Он, конечно, отрицал это. После на допрос вывели и меня.
Среди допрашивающих я узнала нашего соседа грузина. До этого он приходил и забрал у нас трактор. Он спросил меня, где мой сын. Я ответила, что он в России, будто я отправила его к сестрам. Он другому грузину сказал, что я самая вредная женщина в Ахалдабе, обзывал красной змеей, и что я лгу и не стала бы говорить правду. Пытался настроить всех против меня и позволял себе много брани на грузинском. Я все понимала, но не подавала виду и молчала. Находились мы в тяжелейших условиях, о питании и говорить не приходилось. Как-то раз вывели нас всех. Мы подумали, что нас решили отпустить. Как оказалось, потом выводили нас с целью убить и выбросить в реку Кадор. Но тут попался один солидный на вид мужчина, который спросил, куда нас ведут. Я понимала грузинский и все слышала. Другой ответил, что в Качаре абхазы жестко разобрались с грузинами, и потому нас тоже ведут на расстрел. Первый сказал, что вероятнее всего, что наши родные воюют, хоть мы в этом и не признались, и потому нас выгодно держать живыми для обмена на кого-нибудь из их людей. Благодаря его вмешательству нашу казнь отложили. В дальнейшем так и случилось. Нас с мужем обменяли на кого-то важного. Это было в феврале. Нас отвезли в Ачамчиру и держали в каком-то доме до дня обмена. Не могу передать, что мы пережили, находясь в неизвестности. Потом нас обменяли в селе Атара. В дни начала войны мы были все дома, но выходить боялись. А что нам оставалось делать? В первое время они активно ездили по селу, но не беспокоили нас. Как-то приехали к нам вечером, и мне пришлось выйти. Мне со свечкой пришлось проводить их на второй этаж. Они осмотрелись и вынесли все, что посчитали привлекательным. Потребовали и деньги. Мы отдали, что было. Это были сваны из Дранды. Брат супруга был лежачий. Сказали моему мужу, что его заберут, если не дадим им 50 тысяч рублей. А где я могла найти столько денег? Но потом все же оставили его и уехали. Помнится, что это было в феврале. К нам зашел наш сосед Сиуарна Цлуки. Он один оставался дома, семья выехала. У меня было предчувствие беды и стала умолять его остаться у нас, но он перекусил и ушел. Мы провели его и вернулись в дом. Вдруг появился сильно перепуганный сосед. Не хочу называть его. Во дворе началась стрельба. Мы испугались, но вышли из дому. Этот сосед сказал, что, кажется, убили Сиуарну. Скорее всего, ему точно было известно, что его убьют, иначе откуда он знал бы? Мы увидели, как горит дом. Вдруг забежала Диверя жена и сказала, что Сиуарна лежит сожженной. На второй день мы пошли туда. Одну простыню подложили вниз и накрыли второй. Потом положили тело в разобранный шифонер. Там же рядом выкопали яму и похоронили наспех. На станции жил один русский. Он пришел к нам и говорит, что убили семью джикербовцев. Я говорю, как это случилось, ведь мы только оттуда вернулись. Он говорит, что не их, а других. Оказалось, что Руслана убили и Валику тоже. Последний лежал во дворе на земле, и в руке была горстка земли. А на стене дома по сей день следы от пуль. Его жену приставили к стене и обстреляли вокруг, а после убили и ее. Ребенка не сразу нашли. Он лежал под столом, и в одной руке был кусочек хлеба, который он не успел съесть.
Пришлось и нас обменять на кого-то, иначе было никак. Сын был на фронте. Нас привезли в Кутол. И там ничего хорошего нельзя было услышать. Все разговоры о погибших. Мне было сложно и там. Трудно было что-то узнать о воюющих. Мне и в голову не приходило, что могут взять в заложники. Был страх только гибели. После каждого боя я бежала в Тхуарчал. Боялась, что если вдруг убили, то могут похоронить без меня. Нам сложно стало выбраться, потому что вокруг жили одни грузины. Да и те, кто ушли, смогли сделать это только ночью, ползком по сточным канавам и лесными тропинками. А мы же сидели в ожидании смерти. В тот день, когда убили соседа Карчава Янка, мы сидели у них, чтобы послушать новости по радио. Соседка Мингрелка забежала и сказала, что идет группа боевиков. Мы разбежались кто куда. Я с его женой спрятались в коровнике, а его повели во двор и там убили. В ту же ночь убийств мы уже выбрались из укрытий и побрели по домам. Через некоторое время начался шум и послышались громкие хлопки. Мы снова побежали во двор. Сосед, у которого мы были, сказал, что это не выстрелы, а звук лопающегося шифера. Я и моя племянница надели сапоги и помчались туда. Лежал снег. Когда подошли к воротам, увидели, что хозяин дома бился головой об стену. Я стала успокаивать его, что не стоит так переживать за горящую кухню. Говорю, что дом-то уцелел. А он мне ответил, что в горящем доме лежат его жена и сестра. Как оказалось, они голодные вернулись с плакания Карчава и решили немного перекусить. Одна пошла в хлев к скотине, а вторая решила сварить мамалыгу. Обе лежали сожженные, одна у входа, а вторая возле очага. Он узнал их по формам обугленных тел. Мы завернули их в простыни и тела сложили в зале наверху. На второй день мы сбили пару ящиков и похоронили женщин в них. Расскажите, как заставили стоять в снегу вашего диверя и его супругу? Да, действительно, мой диверь с супругой стояли в одном нижнем белье в снегу и топтали босыми ногами лимоны. Таким образом, они унижали их достоинство. Когда началась война, оказалось, что все наши соседи, грузины и мингрельцы, ахалдабцы, новые переселенцы, были вооружены. Им всем раздали оружие. Уйти некуда и никак. Нас окружили со всех сторон. Я работал в передающей станции аэропорта. Она и сейчас стоит перед домом, побитая войной. В начале войны туда приехал Лабжанидзе Ахтер. Он был с начальником их штаба Шария и увез меня в Уарчу. Держал в доме отдыха неделю. Потом привезли обратно и отпустили. Через некоторое время вновь задержали и увезли. Это было после высадки нашего десанта в Тамышах. Передающая станция давала возможность связаться практически со всем миром. Вот они и подумали, что я вызвал десант, катера из Турции. Оказалось, что какая-то женщина сказала им, что якобы я организовал высадку десанта в Тамыше. В этом меня и обвиняли.
Начальник штаба Шария допытывался и издевался надо мной, угрожая пистолетом, требовал от меня признания в том, что мне было неизвестно. Спрашивал, когда и кого я привез на катере. Ударом в лицо он выбил мне глаз. Потом решили меня отвезти домой и присматривать за мной. Но через 3 дня снова вернулись. Лабжанидзе увез меня снова в Варчу. Я пробыл там месяц. 1 раз в день давали кусок хлеба. В холле Варчинского дома отдыха Тольятти могло вместиться до 2000 человек. Меня держали в комнате 113. Как-то раз смотрю в сторону моря и вижу, что плывет большое судно. И прямо по курсу дома отдыха. Они забили тревогу. Они забили тревогу, и был дан приказ уничтожить. Они сделали около 10 выстрелов из 2 пушек по кораблю, но не попали ни разу. Снаряды не долетали и до 20 метров. Никто не умел наводить на цель. Корабль помахал флагом и повернул назад. Шария не мог успокоиться и решил достать меня вопросами про абхазский флаг. Спрашивал, почему изображена рука и что она означает. Мои ответы его не устраивали, и он все больше свирепел. Спросил, чья земля? Я ответил, что на нашей земле для всех представителей разных национальностей по 2 метра точно хватит. Он размахивал перед носом пистолетом и угрожал выстрелить. Вдруг в комнату зашли 3 ребят. Я их не знал. Они спросили, что происходит. Он ответил, что абхазы убили его родного брата и растерзали. И он считает, что меня надо убить и выпить мою кровь. Его брат работал начальником вокзала в Дранди, и его убило поездом. Может, мне и не надо было это говорить. Ребята стали смеяться, а он еще больше разозлился и направил на меня пистолет. Они предложили ему выстрелить, но у него рука дрожала. Он не смог выстрелить. Тогда они у него забрали пистолет и ушли. Меня через месяц отпустили, и я сам вернулся домой. Через некоторое время меня обменяли на женщин и детей в количестве 6 человек через село Кутол. Я находился у родни по линии матери. Там я сказал, что они, по-моему, все проиграли. И рассказал родственникам историю с кораблем. Кто смог, ушли в соседнее село Атару. Нам сложно было оставить могилу родни, не смогли уйти. Мой брат на тракторе отвез всех, кого мог, в Атару и сказал, что вернется вечером. Просил дождаться его. Я ждал его, но он не смог вернуться. А халдабцы узнали об этом и закрыли дорогу. Все прибрежные села, Уарча, Скурча, Балан, Новый Киндги, были заблокированы грузинами. Они взяли нас в кольцо.
Стали бесчинствовать и убивать нас. Заходили в дома, убивали детей. Кто ожидал, что в семье Габния произойдет подобное? Их убили в доме и сожгли. Перед этим выкололи глаза и отрезали уши. Они жили рядом с вами? Да, они жили рядом. Вы видели, как их убивали? Мы пришли туда после того, как убили их. Там было много чиновников, ученых. Мне стало плохо, меня вывели, дали воды. Много вооруженных было. Очень все угнетало и было страшно. А к вам они заходили? Разумеется, заходили и не раз. Забрали все ценное. В основном они занимались грабежом и убийствами. Мы все ночи проводили только в ямах. Так и спасались. Пули словно градом сыпались сверху. Грузины стояли по железной дороге на расстоянии 5 метров друг от друга. Патрулировали. Есть было нечего. Обчистили все амбары с кукурузой. Мы отваривали веточки яблони и пили отвар. Это и была еда, потому что они забрали всю живность и продукты. Рядом жила одна старая женщина, Нина, турчанка по национальности. Ее не трогали, да и она не боялась. Старенькая была, умерла недавно. Вот она могла изредка принести тайком немного хлеба и сахара, да и то не всегда. До этого хоть яйца были. Но когда унесли всех кур, и того не осталось. В основном бесчинствовали именно те, кого мы кормили, когда они переселились в Абхазию. Помню, как отец отправлял меня к ним с мукой и с какими-то еще продуктами для них. Все наше добро в конце нам аукнулось зверским отношением. Они как волки себя вели. Волки хоть кости оставляют от жертвы, а эти и кости не оставляли, сжигали. Я ушел тайком, перешел железную дорогу и ушел в сторону Атары. Прошел через поселок, где убили и бросили в колодец мужчину по фамилии Допуа. Я продвигался, шарахаясь от каждого выстрела. И уже ближе к Атаре я увидел нескольких ребят с автоматами. И они заметили меня. Кто-то из них на абхазском сказал: «Не стреляйте, он без оружия». Я обрадовался. Один оказался другом моего сына, и они вместе воевали. Брат стрижки Допуа. Он узнал меня. Мы обнимались и плакали. Мы не смогли выехать из села. Многие смогли уйти вовремя в сторону Атары, потому что вокруг были они и заблокировали все дороги. А халдабские соседи не давали покоя. Начались разбои и грабежи. Забрали трактора, машины, лошадей с подводами. С домов выносили все, что было новое. Такое продолжалось до марта. До марта тоже было очень опасно. Забирали мужчин. Моя коллега, учительница Анна Акшба, тоже была закрыта у них. Шакру Черкезия, Андрей Лагвелава. Наверняка вы их знали. Благодаря обменным процессам и выжили наши сельчане. Это благодаря нашим партизанам, иначе никто не выжил бы в нашем поселке.
24 февраля в доме сожгли Цулукия, а до него Чхабилия Надара, потом Янку Корчава. Прекрасный был человек. Они все были моими соседями. После женщины-дгейбевцы, которых убили и сожгли. У меня была ручная мельница из жернов. Она быстро помолола кукурузу и помчалась домой. Уже смеркалось. Минут через 15 раздались выстрелы и заколыхал дом. Я никогда не видела сожженный человеческий труп. Только поросенка, чтоб так жарили, видела. Не понимаю, как такое мог человек сотворить. Я не плакала. Я выла, как зверь. На второй день собрались те, кого еще не задержали, и соорудили ящики, и в них их предали земле. В ту ночь мы услышали, что убили семью Джикерба. Туда никого не пускали особо. Разрешили только нескольким, кто их похоронил. И это все дело рук наших соседей, а не пришлых. К вам не заходили? Как не заходили? Я тоже была груба с ними, но просто не суждено было умереть тогда. Много раз заходили. Всегда была в ожидании страха, но они приходили группами и не задерживались. Уносили, что нравилось, и уходили быстро. Как-то один стал требовать у меня золото и деньги. Я ответила, что у меня, как у учительницы, не может быть ни золота, ни денег. Тогда он сказал, что не убьет меня, но сделает пожизненной калекой. Я вынесла ему золотые часы и отдала. Уходя, он сказал, чтобы никто не смел открыть дверь и глядеть ему вслед. Из окна я увидела, что он взял топор и стал уносить. Тут я выбежала и крикнула ему вдогонку, как посмел он и это забрать. Он тогда развернулся и кинул в меня топор, который воткнулся в дерево балкона. Он закричал, что велел не открывать дверь. Не понимаю, зачем мне нужен был топор, но, видимо, это была нервная реакция. В конце было так, что вспомнился Достоевский, где в романе «Преступление и наказание» было сравнение с вошью, которую можно было просто раздавить. Какой предмет вы преподавали в школе? Как мы вообще дошли до подобного? Я преподавала русскую литературу. Никак не могу взять в толк, в чем мы провинились, что мы сделали. Я ненавидела и дом, и двор, и все, что меня окружало. Как вы считаете, кто-то должен ответить за подобные преступления? Разумеется, должны. Из Ахалдабы были Беселидзе или Манджава. Не знаю имен. Я плохо знала ахалдабцев. Их называли убийцами. В январе тоже убили Муцба парня. Как вы возвращались к мирной жизни? Хочу заметить и скажу с гордостью, что никто не оставил свои родовые дома. Несмотря на то, что практически целых домов не осталось, все снова стали трудиться и пытаются вновь возродить село.